Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Этнография башкирского народа чрезвычайно разнообразна. Ее нынешний родовой состав складывался на протяжении многих столетий. Ученые выделяют несколько разновременных этнических субстратов, легших в основу современных башкир. Одним из самых древних по классификации этнографа Раиля Кузеева был булгаро-мадьярский компонент. Именно к нему он относил башкирский род Гайна. У башкир-гайнинцев сохранилось несколько преданий о собственном происхождении, которые, по всей вероятности, некогда составляли единое эпическое сказание. Согласно одному из них, жили да были на свете братья Гайна и Айна, приехавшие в места нынешнего проживания рода Гайна на оленях. Откуда приехали, неизвестно. В те времена солнца еще не было, так как оно было во власти дракона Аждахи. Пришли братья-батыры, убили дракона и освободили светило. «Каждый день ждите меня в это время», — сказала солнце и поднялось в небо. Понравились Гайна-батыру земли в долине реки Тулвы. Решил он здесь обосноваться. От него-то и произошли гайнинцы, самые первые башкиры, утверждает предание. Тулва – река в Пермском крае, левый приток Камы. Первая часть ее названия – Тул, до сих пор не имеет ясной этимологии. Вторая часть – Ва переводится с финских языков как «вода». Башкиры именуют ее просто Тол, а себя – Толбуйлы, то есть жители долины Тола. Одним из крупнейших селений башкир-гайнинцев является село Елпачиха. Сегодня в нем проживает 1600 человек. Біздің ауылның мына исемі өзіне бір өзеншеліклі. Удик дейілген. Ол бірінші деген сөз. Удмурт сөзі. Анан соң Ялпачиха деген исемі де бар аның. Ялпак деген сплюсны дейді. Не деп айтабыз әлі ана сплюсны дейді. Яссы деп. Ана шу исемнәрне тикшерү һаман дәвам итә әле. Шулай да без башкортларның биредә күпчелек итеген яшәгәннәрен раслыйбыз. Күбрәк алар тәшкил итәләр. Рафаэль Адутов – общественный деятель и краевед. Родился в селе Елпачиха. Он многие годы занимается восстановлением истории своего рода, своего племени Гайна и, следовательно, истории башкирского народа. Хәзер миңа күзгә каралы, мин сиңа кем, син миңа әтей. Әнә улым бер качан да онытма, без башкортлар дип әйтә иде. Әнә шу кичә әйткән кебек шуны хәтерлим. Соңыннан без Гайна башкортлар дип. Әнә беренче бу милләт нәрсә икәнен без беләбез, әлбәттә. Безнең әтей, безнең туган яклар. Соңыннан мәктәпне бетергәс, төрле якларда булырга туры килеп, бу якларга теге читтән караганда аңлый башлыйбыз, без Гайна башкортлар, без башкорт дөньяның бер өлеше. Предание о братьях по имени Айна и Гайна, возможно, дает ключ к разгадке вопроса о происхождении башкир-гайнинцев. По мнению ученых, башкирские названия Гайна и Еней отразились в списке венгерских племен. Первый этот от хазар отколовшийся, вышеназванный род Каваров, второй род Неки, третий Мегери, четвертый Курту-Гермат, пятый Тариана, шестой Генах, седьмой Кари, восьмой Касси. Константин Багринародный об управлении империей, X век.
В свое время Раиль Гумерович Кузеев разработал достаточно такую четкую концепцию угорского происхождения гайнинцев. Она основывалась на этнонимических данных, на преданиях. Определенный компонент гайнинцев действительно являлся угорского происхождения. Но судя по характеру взаимодействия в Урал-Поволжье и в лесостепной Евразии между тюрками, кочевниками и собирателями и земледельцами финно-уграми, можно говорить о неком симбиозе. По мнению венгерских ученых, упомянутый род Мегери соответствует современному написанию самоназвания венгров «Мадьяр». Гермата – это название башкирского племени Юрматы. Генах – башкирский род Еней. Тариан соответствует параллельному названию гайнинцев Тархан. Предание о Гайна-Батыре, по всей вероятности, является этногенетическим мифом. По крайней мере, так считал этнограф Раиль Гумерович Кузеев. В именах Гайна и Айна он видел эпонимы двух башкирских родов. Первый является родоначальником рода Гайна, а Айна – имя легендарного родоначальника рода Еней. Таким образом, предание делает гайнинцев и енейцев родственными этническими группами. В IX веке степи Южного Урала захватывают тюркское племя Башкорт, вышедшее из недр западно-тюркского каганата. Оно объединяет местные угорские народы и потомки гунно-сарматов. Так возникает народность южноуральских башкир. Древние башкиры сложились из нескольких этнокультурных компонентов, в их числе угорский компонент, тюркский, возможно, булгаро-мадьярского происхождения. На юге проживали племена Башкиро-Печенежского союза, это Бурджан, Усарган. Выдающийся башкирский этнограф Раиль Кузеев писал: «Предки гайна-тарханцев, так же как и енейцев, юрматына-юрмийцев, с миграцией в Приуралье древних башкир, усерган, бурзян, тангаур и других, были включены в сферу их преобладающего этнического воздействия и составили вместе с ними ядро древнебашкирского этноса. Таким образом, род Гайна является одним из древнейших, что нашло свое отражение в преданиях о том, что гайнинцы – это самые первые башкиры. По данным генетиков, именно у них и башкир Баймакского района, большая часть которых относится к роду бурзян, наблюдается наиболее высокая частота гаплогруппы R1b от 81 до 84%. Данный генетический маркер связывается с населением Южного Урала эпохи позднего палеолита, относившегося к кроманьонскому типу. А это говорит, во-первых, в пользу автохтонности родов Гайна и бурзян, а во-вторых, свидетельствует об их генетической близости, что может быть объяснено их участием в этнических процессах, протекавших на Южном Урале в древнейшие времена. Историческая память башкирского рода Гайна связывает прошлое гайнинцев с Волжской Болгарией. Сегодня, наверное, никто уже не скажет, откуда взялось данное предание и насколько оно достоверно. Но, как говорится, что имеем, то имеем. Попробуем проанализировать его, чтобы понять степень обоснованности его буквального толкования. В издании 1813 года «Хозяйственное описание Пермской губернии» о гайнинских башкирах написано следующее. Они сами себя называют башкурт и производят свой род от нагайских татар, поколения Тарханова, обитавшего в Булгарской области, которую оставили они по собственным их преданиям в исходе XII столетия. Поселились в Уральских горах и рассеялись по всем местам и ныне ими обитаемым. По представлениям Средневековья, нахождение в составе одного государства влечет за собой и единство происхождения. Примечательно, что даже такой знаток башкирской старины, как старшина Бурзянской волости Алдар Тархан Исикеев, рассказывал историку Рычкову, что башкиры и нагайцы были некогда одним народом. Хотя, как известно, Ногайская Орда установила протекторат над Башкирией лишь в начале XV века, тогда как бурзяне и гайнинцы, а с ними и большая часть башкирского народа, представляют собой продукт несравненно более древнего этногенеза.
Так что утверждение вышеназванного предания о том, что гайнинцы произошли от нагайцев, не выдерживает критики. Рассмотрим теперь вопрос об обитании их до конца XII века в Булгарской области. Пассаж предания о том, что гайнинцы обитали в Булгарской области, можно понимать двояко – буквально и иносказательно. Ибн Фадлан, посетивший Волжскую Болгарию в X веке, о пребывании в ее составе рода Гайна не упоминает. Другие источники того же времени сообщают. Аббас-джурты состоят из двух групп. Одна группа в конце пределов страны Аль-Гузия и позади булгар. Говорят, что их число около 2000 человек, недоступных от посягательства кого-либо в лесах. Над ними никто не властен, хотя они подчиняются булгарам. Другая часть басджуртов граничит с печенегами. Истахри, книга путей и царств, X век. Взглянем на карту. В указанный период страна Гузия, то есть степи агузов, располагались на территории современного Казахстана. Локализация башкир в конце страны Аль-Гузия и позади булгар означает, что они находились к западу от агузов и к востоку от булгар, то есть на своей сегодняшней территории. Как известно, арабский географ Истахри пишет о том, что башкиры подчинялись булгарам. В то же время Идриси пишет о том, что башкиры вели постоянные войны с булгарами. Автор XII века Мухаммад аль-Идриси при описании башкирского города Карукия сообщает следующее. Карукия – красивый город, состоящий из деревянных домов и войлочных палаток. Булгары совершают на них постоянные набеги. Расстояние между ними – 16 переходов. И между ними происходят непрекращающиеся войны. Таким образом, слова предания о том, что гайнинцы некогда обитали в Булгарской области, нет оснований понимать буквально. В период усиления Волжской Болгарии какая-то часть башкир, по всей вероятности, признала ее протекторат, сохраняя при этом самостоятельность. Над ними никто не властен, пишет Истахри. Но уже в XII веке, как пишет Идриси, башкиры находятся в состоянии непрекращающейся войны с булгарами. Потому-то в предании сообщается, что предки гайнинцев переселяются из Булгарской области в места их нынешнего проживания. Безнең бабаларыбыз бу тол якларына, безнең алда бу тол таулары килгән булганнар 11 гасырда. Шу вакытны монда авыллар, кеше торган, иң зурлары аларның бу Удмурт җирләре, Удмурт авыллары булган. Шу Удмурт князьләре белән безнең гайнәләрнең җитәкчеләре үзара килешеп, Удмуртлар бу яктан, бу Каманың сул ягы, Каманың уң ягына чыгып китеп, бу җирне калдырганнар үз теләге белән безнең гайнәләргә. В самом деле, башкирские племена Гайна, Еней, Юрми, Юрматы, Буляр, обитавшие на западе исторического Башкортостана, в непосредственной близости от Волжской Булгарии, затем по тем или иным причинам мигрировали в разных направлениях. Еней и Гайна ушли на север, Юрматы – на восток. Юрми и Буляр остались на прежнем месте. Гайнинцы приняли русское подданство в конце XVI века. Царское правительство обязалось соблюдать их вотчинные права. Гайнинская волость стала объектом активной правительственной и стихийной колонизации. Захват родовых земель вынуждал башкир-гайнинцев браться за оружие. В 1662 году они захватывают штурмом город Кунгур и сжигают его. В ходе восстания 1735-1740 годов башкиры-гайнинцы вновь разоряют Прикамье, жгут заводы, осаждают крепость Оса, разбивают правительственные войска. Последней попыткой гайнинских башкир отстоять свои расхищаемые земли было их участие в Пугачевском восстании, в котором они приняли особенно массовое участие. В ноябре 1773 года в Гайнинскую волость явился пугачевский полковник Абдей Абдулов и разжег огонь восстания. Абдей Абдулов, башкир Гайнинской волости, мулла и пугачевский полковник.
Жил в ауле Гайниямак нынешнего Альшеевского района Республики Башкортостан. В результате активной колонизации и захвата земель часть гайнинцев обезземеливалась, и в частности в 1743 году обезземеленные гайнинцы вынуждены были мигрировать на юг Башкирии. 21 декабря 1773 года башкиры под предводительством Батыркая и Ткинина захватили крепость Аса, важнейший форпост России в Прикамье, который неоднократно осаждали во время предыдущих восстаний. Батыркай Ткинин, башкир Гайнинской волости и пугачевский полковник. Жил в ауле Усть-Тунтыр. Но, конечно же, башкиры-гайнинцы остались в истории Башкортостана и России не только как отчаянные бунтовщики. Они известны как предприниматели, общественные деятели и администраторы. Своей деятельностью они принесли огромную пользу государству российскому, способствуя развитию производительных сил Пермского края. Известнейшей личностью среди башкир-гайнинцев XVIII века был рудопромышленник Исмаил Тасимов. Владея десятками рудников, он и его товарищи наладили поставку руды на заводы Строгановых, Демидовых, Шуваловых. На вырученные деньги Исмаил открыл горное училище в Санкт-Петербурге, почему и считается основателем горного дела России. В Пермском крае, в частности на гайнинских землях, особой активность в захвате земель и колонизации проявляли Шуваловы и Строгановы, которые захватили достаточно большое количество земли, и значительная часть гайнинцев вынуждена была уже оставаться или в роли припущенников, или же мигрировать в другие районы. Еще в 1767 году депутат Екатерининской уложенной комиссии, старшина Гайнинской волости и рудопромышленник Токтамыш Ишбулатов требовал обратить внимание на расхищение башкирских земель, на нарушение вотчинных прав башкирского народа. Наказы Токтамыша и других депутатов были оставлены без внимания, что стало одной из причин массового участия башкир в пугачевщине, одним из участников которой был Адигут Тимясов. Адигут Тимясов, башкир Гайнинской волости из аула Елпачиха, мулла, пугачевский полковник, родоначальник фамилии Адутовых. Biz Adutовларның bu tüp тұрақлары Удиг ауылы, Барда районының. Менә монда бірінші башқұрт кантоны булган шушы Удиг ауылда. Ул бірінші башқұрт кантоны күп җирләрне, хәтта Тәтешле районнарына кадәр кергән. Нигъмәтҗан кантон дип особенно билгеле булып калганнар инде. Ну, иң билгелесе бу кантоннардан Баһаутдин Адутовтыр инде ул. Менә 1832 елны ул башка башкорт кантоннары белән берлектә Санкт-Петербургта патшада приемда булган. Упомянутые Нигматулла и Багауддин Адутовы были кантонными начальниками и дворянами в период существования башкиро-мещерякского войска. Башкиры-гайнинцы в силу различных причин оказались оторванными от основного массива родного этноса. Все началось с того, что в административном отношении Гайнинская волость была выведена из состава Уфимской провинции и в XIX веке оказалась в составе Пермской губернии. Поэтому, когда в 1922 году была образована так называемая Большая Башкирия за счет слияния Малой Башкирии и нескольких уездов Уфимской губернии, территория бывшей Гайнинской волости не вошла в состав Башкирской республики. Железная дорога, соединившая Бардымский район с Татарской АССР, окончательно определила вектор культурного развития башкир-гайнинцев. Учителей поставляла соседняя республика. За высшим образованием молодежь уезжала туда же. Система местной школы формировалась по татарстанским лекалам, хотя еще в начале 20 века в районе действовали башкирские школы. Башкирская русская школа дип аталган.
Анда башкортча укыттылар микән, инде татарча укыттылар микән? Скорее всего, безнеке диалект инде белеп торасыз. Безнең башкорт белән татар арасында бит инде шушындай. Әдәби татарчаны укыталар инде. Бездә нигәдер Уфа ерак булганлыктан, нигәдер башкортча укыту кирмәгән инде. Вот, может, кызганычка каршыдыр. Но так или иначе, во время переписи 1989 года 85% населения Бардымского района определило себя как башкиры. Однако ситуация резко изменилась в последние 20 лет. Мы обучение ведем на татарском литературном языке. И считает, что обыденное сознание считает, что если мы говорим на татарском языке, то происходит переоценка ценностей, происходит переоценка национального происхождения, и считаем, что мы уже татары. Ну, конечно же, мы должны себя перечислять именно к башкирскому этносу, башкирской нации, потому что испокон века шло, что мы башкиры-вотчинники. И Илпачиха, конечно, была крупнейшим центром нашей волости. В результате широкомасштабных действий по изменению национальной идентичности башкир-гайнинцев, предпринятых властями и общественными организациями Татарстана, перепись 2002 года показала падение их численности на целых 20%. Элегрәк безгә, мәсәлән, укытучыларга әйтәләр иде, сез татарча сөйләшегез, балаларын татарча сөйләшергә өйрәтегез, җирле тел сөйләшмәгез дип. Хәзер әйтәләр, сез үзегезнең җирле телегезне саклагыз дип. Нимәгә дип әйтәбез инде без? Бармага, кайтмага, укымага. Историческая память дигән нәрсә бар. Әнә шушы бездә сакланып килә. Барыбер күпме безгә нажим ясасалар да, халык үзләрен башкортлар дип яздыра инде. Природа не терпит пустоты. Отсутствие прочных связей Башкортостана с Бардымским районом с лихвой компенсируется влиянием Татарстана. Несмотря на это, у местных жителей по-прежнему сильна тяга к родной башкирской культуре. Если раньше по кабельному телевидению население района имело возможность смотреть башкирское спутниковое телевидение, то теперь и этот единственный канал культурно-информационного сообщения оказался прерванным. Хәзер ул кабельне телевидение бетерделәр дә БСТ күрсәтмәй. Минем авылда әниемнең генә БСТ каналы бар, спутниковый тарелка. Но шунда кайткач мин бүтән бер программаны да карамый, БСТ каналын ачып утырам карап. Шулай яратып карыйм. Безгә ай сайын аена 5-6 концерт булып китә, Татарстаннан килгән концертлар. Безгә Башкортстаннан бөтенләй килмиләр, айга түгел анда елга берәт киләләр. Без шуның өчен борчылабыз инде. Тем не менее, в районном доме культуры фольклорный ансамбль ставит именно башкирские танцы с учетом местной традиции. Руководитель коллектива и сами танцоры ощущают башкирскую музыку и танцы частью своей национальной культуры. Бу иске борынгы башкорт биюен дип инде мин бер кайда да борынгы башкорт биюләрен күргәнем дә булмады. Бейгәнем дә булмады. Тем более укыган чакта безгә национальный материал бирмәделәр. Тагын да менә шу музыканы ишеттем, движение үзеннән үзе килде инде. Аннан даже баякны бик шәп карарга яратам мин. Шушы биюне куеп биткәч, уже бии башлагач митем, дөрес эшләдем микән? Берне дә белмим бит, иске башкорт движениене берне дә белмим. А вот музыка миңа шулай подсказать итте. Менә музыка ничек кушты, мин шулай эшләдем. Бардымские башкиры по-прежнему не получают должного внимания со стороны Башкортостана, того государственного образования, где реализовано право башкирского народа на самоопределение, осуществленного без учета интересов представителей одного из крупнейших башкирских родов Гайна. Но если гора не идет к Магомету, идет к горе сам Магомет. Мин уйлыйм, безнең хәзер бүгенге Гайна башкортларның, безнең нәселнең исемен без хәзер алып, тарихи Башкортстанда булган вакыйгаларга кирип урнаштырдык дип безнең аңлау килде. Шуңа байтак документлар бар, ничек төрле мәгълүматлар. Башкиры рода Гайна составляют подавляющее большинство населения Бардымского района Пермского края.
Кроме того, башкиры-гайнинцы проживают в селе Гайниямак Альшеевского района, а также в деревнях Таукай-Гайна и Малые Гайны Миякинского района Республики Башкортостан. Гайнинцы также проживают в ряде деревень Свердловской области. Башкирский род Гайна прошел большой исторический путь, начало которого уходит в толщу тысячелетий. На этом пути гайнинцы пережили времена Великой Венгрии и Волжской Булгарии, древнего Башкортостана и Золотой Орды. На этом пути была героическая борьба за свои земли и собственную идентичность. И, как нам кажется, она не была безрезультатной. Коль все большее число башкир-гайнинцев возвращается к своим корням, к своим истокам, памятуя, что они первые башкиры.